Таджикистан – самая богатая страна в мире. Население республики имеет высочайший показатель доходов на душу населения, а граждане соседних стран, особенно России, приезжают работать гастарбайтерами в Душанбе. А что касается мирового финансового кризиса, то для столь мощной сверхдержавы он просто незаметен. Очевидно, что именно так думает правительство Таджикистана о своей стране. К сожалению, реальность далека от фантазий чиновников, которые по своей прихоти начали процесс переименования во время кризиса 8 районов, где проживает более миллиона человек, и 2 городов, где живет еще около 100 тысяч человек. Кроме того, теперь в Таджикистане появится целое Таджикское море. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с новой инициативой в парламенте республики. Якобы на основании просьб населения и местных парламентов он предложил переименовать 8 районов. Изменится название у Гисарского района, который станет сразу весь городом Гисар. Тавильдаринский район станет районом Сангвор, Джиргатальский район районом Лахш, район Джалалиддина Руми районом Джалалиддина Балхи, Джеликульский район районом Дусти, Кумсангирский район районом Джайхун, Шураабадский район районом Шамсидин Шохин, Ганчинский район районом Деваштич. Кроме того, переименованию подлежат 2 города. Чкалов станет Бустоном, а город Кайракум – Гулистоном. Также Кайракумское водохранилище отныне будет Бахри-Тоджик, то есть Таджикским морем. Наверное, это давняя мечта таджикских чиновников – иметь собственное море, пусть даже и маленькое, пусть даже и искусственное. Тем более, что ранее глава Таджикистана продемонстрировал себя еще и историком. Опираясь на некие собственные источники, он приказал переименовать Кайракум, город на берегу водохранилища, в Орион-Кант, утверждая, что город имеет древнюю историю. Хотя как и водохранилище, так и город, где жили его строители, возникли в советское время, в 1957 году. Капризность лидера Таджикистана доказывает тот факт, что в прошлом году он уже приказывал переименовывать Чкалов в Шохкант. Конечно, его идею всецело поддержали депутаты и горожане, однако новое название продержалось всего 7 месяцев, ибо теперь уже Шохкант переименовывают в Бустон. Еще один переименованный район Джалалиддина Руми стал им только в 2007 году. До этого он был Колхозабадским районом. Между тем, прихоти властей населению переназываемых районов порядком надоели. На прошлой неделе жители района Тавильдара обратились к президенту Таджикистана с открытым письмом, где потребовали убрать руки от переписки названий. Жители аргументировали это и тем, что новое название к ним не имеет никакого отношения, и тем, что для переиначивания понадобится слишком много средств. Более того, возмущенные жители собрались в райцентре, чтобы митингом выразить свое недовольство. Однако местная милиция, собрав всех их в мечети, разъяснила, что решение поддержали избранные ими же депутаты, и предупредила о недопустимости протестов. Уже на следующее утро с активистов стачки были собраны объяснительные. Чем же не угодили властям старые названия и во сколько капризы власть имущих обойдутся государственному бюджету, размышлял эксперт Умет Джайхани. Вообще сама процедура очень неясная, потому что сначала фигурировали одни названия в обсуждениях, в средствах массовой информации, а сейчас совсем другие названия предложены и подтверждены президентом. Кто их предлагает, кто их создает, неясно. Я так думаю, что это всем колхозам собираются и решают такие вопросы, хотя вопросы топонимики должны решать специалисты. Необоснованно в том, что, смотрите, тут заявлено, что целью переименования городов и так далее является восстановление их исторических названий, пропаганда национальных ценностей, принятие во внимание места их расположения. Я посмотрел из этих предложенных к переименованию городов и названий ни одно не соответствует выше заявленным целям, абсолютно. Например, был у нас район имени Джалалиддина Руми, бывший Колхозабадский район. Теперь его переименовывают в район имени Джалалиддина Балхи. А где справедливость историческая? Этот район исторически назывался Халовард. Если бы это название заново возродили, я бы сказал, да, восстановили они историческое. Также абсолютно непонятна история с Кайракумом. Предлагают переименовать в Гулистан. Таких Гулистанов у нас пруды. Очень много. Кайракум один-единственный был. Кому-то не нравится там узбекские названия. Так можно было по-другому это сделать. Есть у нас закон в Республике Таджикистан по топонимике.
Называется закон о географических названиях. Он не допускает присвоения одного и того же наименования нескольким однородным географическим объектам в пределах одного административно-территориального образования.